Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана завершил рабочий визит в Казань. Узбекистан заинтересован в долгосрочных поставках туркменского газа. В Государственном музее Туркменистана открылась выставка, посвященная Алабаю, и другие новости. Выступая на саммите стран-участниц БРИКС, Сердар Бердымухамедов затронул климатическую проблематику, заявив о том, что в вопросах экологического взаимодействия Туркменистан приоритетное значение уделяет защите и сохранению природного ландшафта в Центральной Азии, морских ресурсов и биоразнообразию на Каспии, рациональному использованию водных и водно-энергетических ресурсов указанных регионов на основе учета интересов партнеров и общепризнанных норм международного права. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов успешно завершил рабочий визит в Казань, где принял участие в саммите БРИКС. В рамках визита он встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который торжественно вручил ему орден Дуслык за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества. Сердар Бердымухамедов также провел встречу с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, обсудив перспективы дальнейшего сотрудничества. Во второй день визита президент Туркменистана выступил на пленарном заседании саммита БРИКС в формате Outreach БРИКС+, выдвинув ряд инициатив. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана по случаю национального праздника Дня Республики. В своем послании глава государства отметил динамичное развитие туркмено-казахстанских отношений, подчеркнув важность открытого и дружеского диалога на высшем государственном уровне. Он выразил уверенность, что регулярные встречи и обсуждения двусторонних региональных и международных вопросов создают прочную основу для дальнейшего сотрудничества в различных сферах. Узбекистан проявляет высокий интерес к долгосрочному импорту туркменского природного газа и сотрудничеству в области топливно-энергетического комплекса. Об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана». Он подчеркнул, что стабильный рост экономики Узбекистана предполагает дальнейшее сохранение спроса на традиционные энергоресурсы, потребление которых увеличивается на 10-15% ежегодно. Туркменистан к 2029 году намерен увеличить добычу природного газа до 116 миллиардов кубометров в год. Об этом сообщил начальник управления транспорта газа и газоснабжения госконцерна «Туркменгаз» Рустем Текаев на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана». По словам Текаева, более половины добываемого газа будет предназначено для экспорта. Туркменистан является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, который составляет более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. Туркменистан входит в четверку стран в мире по доказанным запасам природного газа вместе с Россией, Ираном и Катаром. В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка, посвященная туркменской породе собак Алабаю. В числе первых экспонатов выставки представлены археологические находки, глиняные фигурки собак, обнаруженных при раскопках исторического памятника Гонур-ДП. Фигурки датируются III и II веками до нашей эры, а также есть и более поздние образцы, относящиеся к Средневековью. Таким образом, выставка демонстрирует тесную связь человека с четвероногим другом, которая по времени уходит вглубь веков. Алабай от природы очень сообразительные животные, которых характеризует преданность человеку. Они являются лучшими помощниками чабанов и пограничников. Администрация Сеула анонсировала масштабную программу по предотвращению одиноких смертей с бюджетом в $327 миллионов на предстоящие 5 лет. Проблема приобрела особую остроту после того, как статистика 2023 года показала, что 3661 кореец ушел из жизни в полном одиночестве. Причем их тела были обнаружены спустя значительное время. Особую тревогу вызывает гендерный аспект проблемы. Подавляющее большинство случаев, 84%, приходится на мужское население. Городские власти разработали комплексный план действий, включающий создание специализированной психологической поддержки, запуск круглосуточной горячей линии и онлайн-платформы для консультаций. В рамках межгосударственного соглашения Казахстан и Узбекистан приступают к реализации масштабного экологического проекта по защите региона Аральского моря. На заседании Сената парламента Казахстана была проведена ратификация соответствующего документа о сотрудничестве в сфере экологии. Проблема достигла критических масштабов. В бассейне Аральского моря накопилось свыше 110 миллиардов тонн токсичных веществ. В состав этой опасной смеси входят высохшие сельскохозяйственные удобрения, морская соль и частицы донных отложений.
Спортсмены сборной Туркменистана завоевали 4 бронзовые медали на чемпионате мира по рукопашному бою в Узбекистане. В соревнованиях приняли участие более 300 атлетов из 34 стран. Бронзовых медалей в составе туркменской команды удостоились Тойли Базаров, Хаджи Ислам Гарабеков, Сулейман Аллаев и Касым Язмурадов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.